Миллионер уже есть, грубо говоря. Вот. И сколько вы примерно хотите на этом заработать? 3 миллиона 600 тысяч. Пару слов о саентологии она рассказала. Сейчас бы я ей задал совсем другие вопросы. Продавая воду и брелки, сделать за 2 месяца 1 000 000 рублей, не, это бред какой-то. Это, бля, полная хуйня, да? Подпис! Окей, погнали. Ну давай, задавай вопросы. Чыңгызбаке, я за вами наблюдаю уже в течение полугода. Так. И только сейчас решился прийти. Да? И я смотрю, у вас уже подписчики набираются, вы вдохновляете, вы даже меня вдохновляете снимать контент. Я считаю, это очень круто, когда мы смотрим на человека, который так же, как мы, приехали в Москву и добились большого успеха. Но тем не менее, вы сейчас очень много времени уделяете для съемок влога. И каково быть вам блогером вот полгода, да? Есть ли плюсы, есть ли минусы? Может быть, это как-то вредит вашему бизнесу, да? Ну, естественно, есть и плюсы, и минусы тоже. Но плюсов гораздо больше, чем минусов. Например, если плюсов взять, то открывается очень много возможностей. Начинают появляться новые связи, новые коллаборации с людьми. То есть вот даже с тобой эта связь, допустим, без блога мы бы с тобой не познакомились бы, и ты бы не смог бы поднять мой продакшн, да? Вот. Сколько процентов времени и сил вы сейчас тратите на влог? Если соотношение взять со всеми остальными делами, то, ну вот смотрите, первое это семья, правильно? Это дом, там, очаг и все такое. Второе это работа, это бизнес, да? Третье это окружение, люди, которые окружают, друзья, родственники, там. Четвертое это здоровье, это спорт, там, и так далее. Пятое это блог. Если примерно соотношение взять, то на третьем месте стоит влог сейчас. Но, по крайней мере, последний месяц мы стараемся больше времени уделять контенту, чтобы повысить, потому что тот продакшн, тот контент, который мы делали до этого, он меня полностью не устраивал. И мы хотим немножко уже показать людям, что такое хорошее качество. Работать над сюжетом, над качеством картинки, да? Один из последних выпусков, где вы у Эмилии Саналиева берете интервью, вы задавали, так скажем, вопросы на русском языке, а он отвечал на кыргызском, да? И там было очень много хейтерских комментариев, псевдопатриотов. Что вы им хотели бы, может быть, ответить? Так, ну там в основном комментарии были по поводу того, что я там разговариваю на русском языке, а мог бы там говорить на кыргызском и все такое. Ну, хочется сказать пару слов по этому поводу. Во-первых, изначально, когда мы создавали блог, мы ориентировались так, либо это делать для Кыргызстана, либо это делать обширно, да, там, СНГ, там, Казахстан, Россия, Кыргызстан, там, на всех. И, соответственно, очень много колебались, то есть, и приняли все-таки решение сделать на русском языке, то есть это принцип, говорить на русском языке. Во-первых, мне самому нужно подтягивать русский язык. Да, русский язык. Я бы хотел разговаривать грамотно. Соответственно, блог будет мотивировать читать больше книг вслух, да, то есть мотивировать, улучшать себя. Вот. Это была одна из целей, да. Второе, ну, обращаясь к тем же хейтерам, которые пишут, я думаю, что русский язык это уже второй язык, да, у нас, да? Каждый должен знать русский язык, то есть разговаривать свободно на нем. Только в Бишкеке не первый язык, получается. Если бы я ввел это все на кыргызском языке, это было бы не так звучало бы. То есть я бы не смог столько эмоций передавать через слов, через кыргызские слов, да, то есть, поэтому, наверное, все-таки больше подходит к нашему формату именно русский язык. Когда мы брали интервью у Саналиева, я ему не запрещал, мы предварительно разговаривали, и он как бы у него
было желание говорить на кыргызском, он говорит, на русском я не смогу быть тем, кем там могу быть на кыргызском языке. Да. Поэтому он сказал, давай, говорит, давай я на кыргызском. Ну, я ему говорю, ну, давай тогда, что. Ага. И вот так. Да, кому-то удобно выражаться на русском, а кому-то на кыргызском. Да. Формат вашего блога, Так. бизнес-формат получается, один, если не единственный в кыргызском ютубе. И в комментариях опять же пишут, что называют вас кыргызским Портнягином. Нравится ли вам это прозвище? Портнягин меня импонирует, да, то есть он красавчик, по идее, он создал новое направление в российском бизнесе, да, и один из тех людей, который меня смотивировал запустить свой личный блог. Да. Он был первым в России, а вы были первым в Кыргызстане, да, получается? Ну, я как бы об этом не думал. Но из-за того, что это про бизнес, все-таки многие там пишут, там, о, кыргызский Портнягин, там, и так далее. Да? 30 июня будет такой проект «Табарман». Вы в нем участие принимаете, да? Да, это классный вопрос. Вообще, Табарман придумал Марсель Салахунов. Это идейный вдохновитель. Позже он позвал в эту идею меня, Павла Вербняка. Павел Вербняк тоже с нами. И мы втроем как бы сейчас считаемся организаторами, соорганизаторами, соучредителями этой площадки. Задача этой площадки для того, собрать максимальное количество предпринимателей, сделать из этого такую площадку, где люди могут прийти научиться чему-то, предпринимательству, плюс найти партнеров, плюс найти инвесторов. И в целом такое крутое место, где люди собираются именно с похожими взглядами. Люди, которые стремятся к росту, к развитию и так далее. А как мне туда нужно будет попасть, купить билеты или зарегистрироваться? Что нужно будет делать? Билеты можно вообще купить онлайн. То есть заходите на tabarman.ru, там же регистрируйтесь, там же выбирайте места и покупайте билет. Билет пока мы символично хотим сделать цену, пока там 500 либо 700 рублей. Вот. И ближе к мероприятию, соответственно, будет дорожать. Вот, поэтому если чем раньше купить, тем лучше. Чем раньше купишь, тем лучше для тебя. А они уже продаются? Да, конечно, продаются. И сколько вы примерно хотите на этом заработать? На самом деле мы не рассчитываем заработать там. Обычно как делают, да? Когда устраивают какие-то мероприятия, зовут каких-то там звезд, там, делают какую-то организацию, концерты, там, они, соответственно, рассчитывают, сколько человек придет и сколько они заработают на этом. Наша же цель это арендовать классное помещение, где человек реально почувствует этот успех, да, плюс сделать из этого крутой продакшн, то есть видео, сопровождение, люди. То есть мы хотим, по крайней мере, вот, чтобы в ноль выйти. Вот. То есть, ну, как просто бы чтобы расходы себя расходы, покрыть, да? Это вот главное. 15 million single sold. Вы также принимаете участие в проекте «Стань миллионером» Гульзат Мамытбек, да? Можете про этот проект тоже рассказать? Я там не участвую. Я изначально не участвовал и не собираюсь в этом участвовать. Я просто думаю... получается, никак не связаны с этим проектом? Нет, никак не связано. Я просто был в офисе 3 дня назад. Так. И там я спросил у них, типа, Чингиз Омыров, вы с ним сотрудничаете? Они говорят, что вы будете там лидером вот этим, который будет помогать остальным. Не, это бред какой-то. Это, бля, полная хуйня, да? Может, вы вначале участвовали, а потом отказались? Не. Я изначально не подписался под этот проект. Почему? Потому что... давайте я вам изначально расскажу про эту ситуацию вообще. Что я думаю. Гульзат Мамытбек прилетела в Москву. Человек вроде такой мотивированный, очень такой. И я думал, круто быть мотивированным, быть таким энергичным, да? А потом мы сняли, все хорошо. Потом я же в тот же день зову ее. На следующий день у нас был Табарман. То есть 21-го мы отсняли, 22-го Табарман. Я ее приглашаю, говорю,
приходите как спикер, поучаствуйте, 5-10 минут, пообщайтесь с аудиторией, она соглашается, соответственно, мы выпускаем выпуск, выпускаем его, пошли просмотры, хейты пошли, то есть очень много людей, которые по-разному смотрят на это. Пару слов о саентологии она рассказала. Я изначально думал, что это такое, что это такое саентология. Она говорит, изучение жизни и все такое там. Я типа думал, йоги? Это, да, типа йоги, там, я не знаю, какое-то учение, да. Вот, это моя не доинформированность была, да. То есть сейчас бы я ей задал совсем другие вопросы. Бред. Давайте через баки мы тогда просто посчитаем. Вот, допустим, если у нее цель собрать деньги, она хочет собрать 360 человек, сделать их миллионерами, да, и получается минимум по 10 тысяч она собирает, и сумма 10 тысяч умножаем на 360 около... 3 миллиона 600 тысяч. Да, 3 миллиона 600 тысяч получает. Ну, по крайней мере, сейчас зарабатывает организатора, да, получается. Тут, конечно, в плюсе уж точно кто останется, так это те люди, кто организует это все. То есть мы понимаем, Гульзат Мамбетбек получает эти все деньги, да? Вот. Миллионер уже есть, грубо говоря. Вот вы как предприниматель, да, у вас большой опыт, можете ли сказать, там, реально ли вот действительно собрать 360 человек и за 2 месяца сделать их миллионером? Продавай воду и брелки, ну, как она рассказывает, там, на этом много не заработаешь. И, в принципе, человеку, который, в принципе, в бизнесе, он там не алло, да, пришел вчера, и сделать за 2 месяца 1 000 000 рублей, ну, это достаточно такой трудный путь, да, за 2 месяца это очень сложно. Даже с большим пиаром это было бы, наверное, такой трудоемкая работа, и идеи должны быть крутые идеи. А тут на всех, на 60 человек или там 300 человек столько ниш, и чтобы они все там стремились к этому. Ну, я считаю, что я со своей точки зрения считаю, что это необдуманно, и с бухты-барахты начали этот проект. Поэтому я бы не призывал кого-то идти, и там, не призывал бы кого-то не идти. Всегда у каждого там свое мнение, есть свои взгляды на жизнь есть, да? Вот. Это сук Шанель, это сук как Гуч. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сук модель, 3 подруги для куч. Это сук Шанель.